не решать ее, а проанализировать корневую причину этой проблемы. И третье, что нужно сделать, не решать проблему, а решать корневую причину этой проблемы. И четвертое уже, уменьшать последствия случившейся проблемы. То есть, если кому-то навредил, извиниться, если там что-то в складе потекло, ну, там, мешки подправил, там, не знаю, подсушил и так далее, ну, и так далее. То есть, вот основные блоки, большие блоки, в которых люди совершают тысячи ошибок. Спасибо. Надеюсь, вам в эфир слышно, как мы тут аплодируем, потому что у нас тут довольно-таки полный зал сегодня здесь. Наших выпускников очень рады всех видеть. Хотелось бы спросить, мы читаем чат, пока Маргулан Калевич его изучает. Дайте обратную связь. Один главный инсайт, 2-3 словами, которые вы можете сделать для себя, чтобы вы для себя уловили что-то новое. 2-3 словами для того, чтобы мы видели, что мы с вами в коннекте. Мы читаем ваши комментарии, мы видим, что вы спорите, когда начинается, как записаться, как привлечь инвесторов. Мы все это видим. Нам очень важно, чтобы мы знали, что вы не просто общаетесь в чате и спорите там, а что вы вникаете в каждый инструмент и думаете о том, как его для себя применить. Кстати, да, лайфхак сразу расскажу. Как эффективно проходить любые эфиры, я это всегда говорю нашим ученикам на тренерство, когда они ходили. Когда вы слушаете о том, что кто-то рассказывает, либо чем-то делится, подумайте, как это внедрить к себе в бизнес или в свою жизнь. Это очень классно работает. И у нас дальше есть вопрос, да? Пожалуйста, можно, пожалуйста, молодого человека в эфир. Расскажите, пожалуйста, о себе, чем занимаетесь. Добрый день, меня зовут Улибей. Пришел на прорыв с 2 нишами. Это первое, реализую оптово TXC и также маркетинговое агентство. Пришел на прорыв с точки А $5000, поставил себе цель 20 тысяч, в итоге по факту заработал $73 000. 72? 73. А расскажите, пожалуйста, лайфхак. Там просто на самом деле мне иногда кажется, что какие-то, как говорят, у нас есть магия прорыва, мы это называем. Как так вышло? На самом деле здесь больше работа, наверное, тренеров надо мной, более со стороны психологически подходили. То есть мои барьеры убирали, и также, с другой стороны, я подошел со стороны маркетинга. То есть объединил 2 ниши, запустил таргет на 2-ю нишу, и в итоге попал на того человека, который купил у меня одним чеком это все. О, ничего себе. Угу. Так, вот, вопрос. Стоит ли заниматься 2-й нишей, если не автоматизирована еще 1-я ниша? То есть, если не стоит, то когда начинать? Если 1-я еще не автоматизирована, стоит ли идти во 2-ю нишу? Да, ну смотрите, это вопрос не автоматизации 1-й ниши, а вопрос стандартизации больше. Стандартизации, правильного делегирования, прописания процессов и так далее, и так далее. Можно заниматься хоть 10 нишами. Проблема же в чем? В нехватке вашего внимания. Вот когда я говорю, у меня есть мастер-класс, я рассказываю, что нужно четко выбрать стул инвестора и стул бизнесмена. Это 2 разных стула. Бизнесмен хочет сохранить деньги, вернее, инвестор хочет сохранить деньги, бизнесмен заработать деньги. Бизнесмен видит возможности, а инвестор видит риски. Бизнесмен любит свой бизнес, инвестор не любит его бизнес. Бизнесмен хочет все оставлять компании, инвестор хочет, чтобы компания выплачивала дивиденды. И таких много противоречий между инвестором и бизнесменом. И когда я говорю, что нужно четко определиться, ты бизнесмен или инвестор, иначе вы не добьетесь высоких достижений, мне говорят, Маргулан Калевич, а у меня вот 6 бизнесов, у меня 7, у меня получается. Я говорю, подожди, но ты не в Форбсе. Вот как, если бы у тебя было так, что у тебя получается, и ты достиг супер результатов. Но вот, в том-то и дело, что пока бизнес на низком уровне, у тебя внимания хватает и на 6, и на 7, и на 10 бизнесов. Но когда ты начнешь уже расти сильно, неизбежно тебе придется жертвовать другими бизнесами. В свое время, когда у меня был банк, телеком-компании, нефтяные компании и девелоперс-компании, я производил 60% всего риса Казахстана, выращивал и производил. У меня зерновые компании, мелькомбинаты были, птицефабрики. И вот
когда банк начал расти быстрее всех, я начал сначала избавиться от рисового бизнеса, продал, от зернового бизнеса продал. Потом птицефабрики тоже одно время продавал, родственникам продал. А я продал бумажный комбинат, который я построил. Потом девелоперский бизнес. И вот так продавал. Потом сотовую компанию в Казахстане продал. Деньги все в банк вложил. Потом сотовую компанию в Киргизии, в Кыргызстане продал. Деньги в банк вложил. Таким образом, я как бы их всех резал в пользу у себя сильное. А почему? Потому что уже у меня внимания не хватало на все. Так вот, когда у вас какой-то бизнес начнет расти, вы неизбежно должны будете резать другие бизнеса. Иначе у вас внимания не хватит. А если вы будете продолжать также заниматься другими бизнесами, у вас будет расфокус. Соответственно, вы не достигнете высоких достижений в одном направлении. Поэтому сейчас можно ли заниматься двумя нишами? Можно. Считайте, что это две гипотезы у вас. И вы смотрите, какая лучше выстрелит. Какая лучше выстрелит, ту потом и развивайте. Спасибо большое. Маргулан Калиевич, я хотела бы, наверное, еще от себя задать вопрос один. Мне кажется, многих вот это интересует. Возможно, кто-то это видел в Ютубе. Какая, на ваш взгляд, ваша личная самая большая ошибка в бизнесе, которая дала вам самый нужный вам опыт к дальнейшему росту? Ну, смотрите, это вопрос такой. Так не бывает. Обычно самая большая ошибка – это та, которая случилась один раз в жизни. А раз она случилась один раз в жизни, то от нее толку нет. Самый полезный урок, когда ты извлек из часто случающихся ошибок. А из той ошибки, которая случилась один раз, ты извлек урок, но он больше тебе особо не пригодится. Ну, условно, я считаю, самая большая моя ошибка то, что я вырос до политических масштабов бизнес и думал, что мне его не отнимут. Потому что в 2007 году у меня было два покупателя BNP Paribas и Société Générale. В апреле, я помню, BNP Paribas, они в тендере участвовали на покупку Альянсбанка. BNP Paribas отказался, а в июне, в начале июня 2007 года, до сих пор помню, но такие вещи не помнить нельзя, я сидел в ресторане Société Générale, и они мне предложили $3 миллиарда, ну, по-английски это кэшем, наличными, но это не тот кэш, имеется в виду не кредитными, а живыми деньгами. $3 миллиарда за банк. Я оценивал Альянсбанк в тот момент в районе 6-7 миллиардов долларов. Я говорю, нет, вы что, издеваетесь, что ли? Я им отказал, но параллельно я больше чем полгода вел подготовку к IPO. И буквально в июне я им отказал, а в июле, по-моему, 17 июля, я сделал IPO на лондонской бирже, и, хотя уже в то время начался кризис, в Америке начали сыпаться банки, Альянсбанк оценили в $4 миллиарда. Так вот, моя ошибка была в том, что мне надо понимать, что я вышел на политический уровень, и у меня этот бизнес отнимут, продать Société Générale, получить $3 миллиарда и спокойно курить бамбук. Но это самая крупная ошибка, да? Но она же не повторяется, она же одна. Соответственно, от нее толку никакого. Никакого. Ну, какой, не доходить до политического уровня, продавать до. Соответственно, ну какую пользу мне сейчас принесет? А в то же время есть куча мелких ошибок, более мелких, которые каждый день или каждый месяц случаются. Вот уроки от них, они, конечно, полезны. Гораздо полезнее. Классно, спасибо большое. Спасибо огромное. Оказывается, мы настолько поспешили начать эфир, что я забыла представиться. Ребята в чате спрашивают, кто за девушка. Меня зовут Екатерина, и я координатор проекта «Прорыв». Это программа Маргулана Калиевича. А я думаю, что за незнакомая женщина сидит рядом, задает вопросы. Какие-то непонятные и некомфортные. Теперь понятно, это Катерина, кажется. Да, и очень было приятно с вами познакомиться. Мы пойдем, наверное, дальше с вами. И там, кстати, в чате задают вопросы. Напишите в чат обратную связь, как вам? Десятка, напишите, если было только что вот эти вопросы, которые мы разбирали, инструментальные и полезные для вас, которые вы можете внедрить и использовать в своем бизнесе. Что важно для нас, это чтобы вы использовали именно это практически в бизнесе. Как видите, мы не ведем в формате лекции, мы ведем в формате вопрос-ответ, потому что это
бизнес — это все-таки о моменте действия внедрения